интересует один и тот же вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к тому, что с самого начала, как все состояло вообще, как шли, какие были новости. С самого начала, где-то дней 10, мы, находясь в Калифорнии, в АКА, тренировались. What's up, brother? How are you? How is everything? I'm here, brother. I'm in Dagestan. Находясь в АКА, в Сан-Хосе, мы тренировались где-то около 10 дней, не зная, будем мы драться и где мы будем драться, в каком формате пройдет бой, с зрителями, без зрителей. Вообще очень много вопросов было, на которых у нас не было ответов. Пришла информация от UFC, что бой 100% не пройдет в Америке. Они сказали, что бой пройдет, следующий бой пройдет, 99% он пройдет в Абу-Даби. И мы, посоветовавшись с UFC, решили за месяц до боя, это было где-то 19 или 20, надо проверить, посмотреть, сейчас точно не помню дату. И когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты, и что ни один человек, гражданин другой национальности, там, у кого не имеется паспорт Эмиратов, тот не может заезжать в Эмираты, в Дубай и в Абу-Даби. И нам пришлось оттуда уже улететь в Россию. Мы прилетели в Россию. В данный момент я нахожусь в Дагестане, и каждый день я тренируюсь и готовлюсь. Только не знаю, к чему мне готовиться. К какому бою. Если уже, когда мы прилетели в Россию, нам уже запретили выезд. И запретили въезд иностранных граждан. Точно так же закрыли въезд и выезд в Америке, в Европе, в Эмиратах, в России, везде. Весь мир ушел в карантин. Весь мир находится сейчас дома. И вот сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир уже в Америке. Они с каким-то штатом договариваются, что они хотят провести этот турнир в Америке. И в данный момент я уже не могу уже не вылетать с России, не залетать в Америку. И в таком, скажем, в изоляции нахожусь. Ну, точно так же, как и все вы, которые вот сейчас смотрят мой прямой эфир. И сейчас уже идет уже переговоры, типа, если даже я не могу принять участие на этом турнире, что они проведут этот турнир со мной или без. Пожалуйста. Я не противник того, чтобы UFC организовывали турниры. Пускай организовывают, пускай это делают по закону, по тем законам, в которых, по тем законам страны, в котором они хотят провести этот турнир. Если, например, в Америке разрешается не больше 50 человек собираться и делать турнир, пускай делают. Я сторонник того, чтобы бойцы выполняли и отрабатывали свой контракт, чтобы они могли выступить, чтобы они могли как-то заработать себе на жизнь, могли заработать себе деньги, чтобы они могли платить по счетам, платить налоги. Я знаю, сколько проблем бывает у бойцов, и пока они не подерутся, они не могут эти проблемы решить. Так что я не противник этого. И как мне стало известно, они сейчас даже ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как Тони Фергюсон сейчас находится в Америке, и они хотят провести бой в Америке, я не могу отсюда вылетать. И чтобы провести бой, для Тони нужен соперник. А я нахожусь здесь, в России. И здесь я нахожусь не по своей воле. Я посоветовался с UFC, я с ними поговорил. Они нам сказали, что 99% бой пройдет в Абу-Даби. Если даже он не пройдет в Абу-Даби, этот бой пройдет по ту сторону части света, так скажем. А в Америку он точно не пройдет. К этому времени, когда мы это знали, я уже провел в АКА 5 недель тяжелых тренировок. Я был в очень хорошей форме. Так что в данный момент я нахожусь такой в недоумении, так скажем, что пройдет, как пройдет, в каком формате. И точно так же, как и у вас, у меня очень много вопросов. И еще было чуть-чуть тяжело тренироваться в последнее время. Почему? Потому что знаете, когда ты готовишься к самому важному бою в своей жизни, и когда когда ты не знаешь, пройдет бой, где он пройдет, и вообще пройдет ли этот бой, тяжело будет очень тренироваться. Когда весь мир
сидит в изоляции на карантине, тебе приходится гонять 12-13 килограмм, оставаться сфокусированным, оставаться в форме, это чуть так нелегкое дело, так скажем.